Здравствуйте, дорогие наши зрители! Сегодня нас пригласили водители так называемых автомобилей с армянским учетом. Наконец-то они дождались, что им все-таки смягчили, какие-то сделали послабления в плане того, что обеспечили им создание вот таких вот лабораторий. Здесь вот написано Алматы стандарт, Ғылыми-зерттеу орталығы, то есть научно-исследовательский центр, испытательный центр стандарт, Алматы стандарт, который как раз уполномочен на сегодняшний день проводить стандартизацию и выдачу сертификатов по поводу, свидетельств безопасности, качества транспортных средств, о котором, буквально недавно на брифинге заявили представители Министерства, внутренних дел, это заместитель председателя комитета административной полиции Серик Тусупов, представители комитета по техническому регулированию и метрологии. То есть вот в город Алматы, вот, пожалуйста, вот создана эта лаборатория, привлечены какие-то специалисты, дали они им эти стандарты, и началась работа. Вот в течение 3 дней в городе Алматы, со слов представителей данной компании, пришли примерно 30-40 водителей. Обратились за больше, говорят, около 100, да? Ну вот видите, а водители говорят, что около 100. Я все время ссылаюсь на слова, потому что я не имею статистических данных на руках. Да. То есть мне говорят, что свыше 100 человек, водители, приходили сюда. Но, как подтверждают и представители данной компании, и водители, ни один сертификат, ни одно еще свидетельство безопасности и качества транспортных средств в этом месте не были выданы. То есть ни одна машина не прошла данную сертификацию. Что здесь происходит? Мы начали... Сейчас машина проедет. Мы начали разбираться, с водителями. Вот можно вас подойти, да? Здесь есть официальный прям документ. То есть в этом документе указан сам стандарт Республики Казахстан за номером 1418-2018, который как раз и предусматривает все необходимые требования, правила сертификации данных автомобилей, то есть так называемых перекидышей, то есть которые были переделаны с праворульных на леворульные. То есть ни один пункт, точнее часть пунктов они соответствуют, но часть пунктов не соответствует. Ситуация возникает в чем? Что на самом деле заводы выпускают либо праворульные, либо леворульные, а уже кустарные ремесленники переделывают их. И, соответственно, вот эти запчасти заводской изготовки, они отсутствуют на рынке. Их нету ни в одном магазине автозапчастей, ни на одном заводе, где их выпускают и так далее. Поэтому все эти специалисты, доморощенные кустарники, которые переделывали, они вынуждены были прибегать к каким-то переделкам каких-то запчастей, либо действительно запчастей, которые были изготовлены кустарным способом. То есть есть ряд требований, которым они не соответствуют. Вот в частности, и в конце концов, то есть получается, что в конце указано, что если какая-то деталь, запчасть или что-то такое было изготовлено кустарным способом, то уже переоборудование таких транспортных средств и выдача вот этих сертификатов, она не допускается. То есть фактически вот этот стандарт, он противоречит тому, чтобы вот эта вся масса водителей, ради которых вот была сейчас организована вот эта вся кампания, то есть по заявлениям, по обращениям данной массы огромного количества водителей, то есть сейчас у нас на сегодняшний день это свыше 4 тысяч, по-моему, да, водителей, и переоборудовано 6,5 тысяч, да, вот я, по-моему, насколько знаю. То есть около 10 тысяч, получается, армянских авто с армянским учетом, получается, не подходят под этот стандарт. Вот на сегодняшний день, вот посмотрев вот это все, то есть ребята от ворот получают поворот. То есть пришли, ушли. Ничего они не могут сейчас сделать. И та сторона ничего не может сделать, потому что у них на руках стандарт соответствия. И водители, которые не могут сейчас что-то переделать с этими автомобилями. Уважаемое наше Министерство внутренних дел, Комитет административной полиции, уважаемый комитет по регулированию, техническому регулированию и метрологии, у нас огромная, к вам просьба. Поскольку мы понимаем, что вот эта бумага на самом деле она выдержит все. Но для чего мы пишем эти стандарты? У меня всегда существует правило такое, что человек для закона или закон для человека. Вот эта бумага, она относится к категории нормативно-правовых актов. Конечно, в правовом государстве мы должны придерживаться, но мы понимаем, что это все пишется людьми, и это все пишется ради учета интересов людей. Давайте будем рассуждать все-таки здраво и логично. Поскольку этот стандарт, и под этот стандарт не попадает ни одна машина, то надо что-то делать. Если всю эту кухню мы затеяли для того, чтобы все-таки предоставить возможность нашим гражданам, это все наши жители, наши казахстанцы,
ради того, чтобы поставить, и они хотят, и МВД хочет, и наше государство хочет, чтобы эти люди поставили данные автомобили на наш казахстанский учет. Осталось только вот эта бумага, вот этот стандарт. Давайте внесем изменения, хотя бы временные изменения, с учетом интересов вот данной массы, огромной массы водителей армянских машин, автомобилей с армянским учетом. Наше предложение – внести изменения, хотя бы временные. Что сейчас происходит у нас в медицине? В связи с пандемией мы же предоставили льготный, значит, безналоговый режим для ввоза лекарственных препаратов. С учетом того, что действительно сложилась сложная ситуация в нашей медицине, в нашей стране, ради сохранения здоровья наших людей. Давайте учтем интересы этих людей тоже. Посмотрите, какая огромная масса людей здесь собралась. И это только часть, это которые сегодня хотели пройти. У них не получилось. Доколе они будут ходить, то есть по дверям, по всем этим офисам вашим, по всем компаниям. Но зачем вы вынуждаете их, опять же, выходить на какие-то митинги, на какие-то выступления и так далее? Просим вас, рассмотрите еще раз этот стандарт, внесите хотя бы временные изменения. И все, вопрос будет решен. Поставьте на учет этих водителей, и они будут, как законопослушные граждане, спокойно ездить с нашими номерами и будут чувствовать себя полноценными гражданами и будут ежегодно платить налог на транспорт, как полагается каждому рядовому гражданину. Помогите, пожалуйста, нам в этом вопросе.